Салем достар халайсыздар, күнүлкүлеріңіз қалай? Приветствую вас, друзья! Сегодня снова с вами я, Юля, и мы с вами продолжаем учиться читать по-казахски. И сегодня у нас следующая фраза «Ең тиімді курс», что означает «самый выгодный курс». В одном из прошлых видео мы с вами уже научились читать фразу «Ақша айырбастау» — обмен валюты. Так вот, это в продолжении как раз-таки этого видео. Ең тиімді курс. Самый выгодный курс. Как же это все прочитать? Фишка заключается в том, что одно слово мы с вами уже можем прочитать. Это слово «курс». Оно как и в казахском языке, так и в русском не меняется. Вот такие дела. Нам нужно научиться читать всего лишь два слова. Первое слово ең. Ең. Сразу с вами вспоминаем английский язык. Сочетание буквы N и буквы G в слове English. И как раз таки слышим именно нашу казахскую сонорную букву Н. Либо второй вариант произнесения этой буквы. Правда, нужно чуть-чуть заморочиться, но на самом деле не все так страшно. Мы что делаем? Мы с вами тянемся кончиком языка к верхнему небу. И мы до него не дотягиваемся. И в этот момент произносим обычную букву Н. Да-да-да, вот такая вот замороченная история. Итак, чтобы произнести букву Н с хвостиком или букву Н, как она действительно звучит, нужно сделать следующее. Потянуться кончиком языка к верхнему небу. И вот магия заключается в том, что мы не дотягиваемся кончиком языка до верхнего неба. И в этот момент произносим обычную букву Н. Да-да-да, именно тогда вы слышите вот это вот сочетание буквы N и буквы G, которое в английском языке часто используется, ну и используется в казахском языке, но обозначается буквой N с хвостиком снизу. Вот такие дела. И пробуем прочитать. Ең, ең, ең. Ну и я надеюсь, вы помните одно из правил, да? Как пишется, так и читается. Ни одна буква не искажается. То есть написана буква Ен, значит и читаем через букву Е. Через букву мы прочитать это слово не можем. Мы не можем сказать только Ен. Если мы изменим букву, значит изменится слово. Вот такие дела. Идем ко второму слову. Тиімді. Тиімді. И здесь как раз-таки фишка. Фишка того, как же научиться читать букву «ы» или палочку с точкой. Потому что рядом стоит обычная буква «и». Мы сначала читаем обычную букву «и», «ти», а затем нечто среднее между буквами «ы» и «и». Мы прочитали обычную букву «и» и поняли, что палочка с точкой — это все-таки не то, да? В слове «тиімді» мы как раз-таки видим букву «и» и букву «ы», то есть палочку с точкой. И вот в данном варианте очень удобно натренировать ее чтение. Мы помним о том, что буква «ы» — это нечто среднее между буквами «ы» и «и», да? Нечто среднее и коротко произносящееся. В общем, повторяйте за мной, у вас обязательно получится. Сначала пробуем «и», потом пробуем «ы», и затем мы пробуем эти буквы произносить коротко «и», «у». А затем смягчаем градус, и у нас получается палочка с точкой «у», «у». А теперь все вместе «тию», «тию», «тию». Получается? Думаю, что получается. Читаем дальше. Тио, тием, тиемді. Тием, тиемді. Ти, тием, тиемді. Ең тиімді курс. Самый выгодный курс. Друзья мои, я вас поздравляю. Вы научились читать еще одну фразу на казахском языке. И теперь можете похвастаться этим перед своими друзьями. Все.